Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Гендерное равенство – одна из актуальных тем современного общества, и на эту тему сегодня поговорим с журналистом-фрилансером Еленой Чолак, автором видеопроекта «Гендер.ИРИ». Очень интересное название, мы сейчас узнаем, откуда в принципе появилась эта идея и что за ней кроется. Елена, добрый день, рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо за приглашение. Ну, как я вначале сказала, очень интересное название, по крайней мере, меня привлекло. Гендер.ИРИ, вообще, в принципе, гендер сегодня это слово часто применяется в современном обществе. Почему такое название? Да, я думала, какое название придумать для проекта, и решила применить игру слов, то есть гагауза-ири и гендер-ири означает, что гендер-ири — это место гендеру, то есть в этом проекте я и мои гости обсуждаем, есть ли место гендерным стереотипам и гендерным ролям, либо все абсолютно равны. И поэтому так и родилось это название. Ну, вообще, что это был за проект и откуда он возник у вас в голове, и, в принципе, на основании чего он реализовывается? Да. Проект еще не запущен, только на стадии была только записана первая программа. Был организован конкурс от организации «Авиация Ферра Виоленца», на конкурс феминистских грантов на развеивание гендерных стереотипов. И я решила попробовать в качестве журналиста пройти и воспроизвести несколько эфиров, видео для того, чтобы поговорить с жителями Гагаузии о гендерных стереотипах, гендерных ролях и вообще посмотреть, как наше общество автономии готово обсуждать эти темы, насколько оно принимает равноправие, к чему мы можем прийти, если нам к чему стремиться, либо мы традиционные и такими и хотим оставаться. Ну, вообще, вы сказали, что были и другие участники, да, этого конкурса. Какие еще проекты получили гранты? В целом, это тема феминизма. Были женщины, которые выиграли на продолжение своего небольшого бизнеса, некоторое оборудование. Есть также проекты, выиграли на проведение информационной кампании, встреча с жителями разных населенных пунктов Молдовы и информационная кампания в виде брошюр, номера телефонов, как это обычно делается для жертв насилия и так далее, какие-то полезные организации, контакты. Из Гагаузии, так понимаю, вы единственная, Да. кто выиграл проект. Да. Ну, вообще, когда будет запущен первые видео? В течение 2 недель, скорее всего, будет запущено и будет первое видео. Сколько программ планируете снять? И вообще, какие основные темы вы планируете освещать в этих программах? Планирую снять 5 программ. Темы, которые буду освещать, это гендерные стереотипы. Мы поговорим о том, какие они есть, как они возникают, к чему приводят. Поговорим о феминизме, естественно. Есть ли феминизм в Гагаузии, как он проявляется, равны мужчины и женщины или нет. Равны ли они в обществе, равны ли они дома, в отношениях. Поговорим об экономическом насилии, которое проявляется в семьях или в отношениях, в том числе и в отношении девочек, не только взрослых женщин. И поговорим о том, как это проявляется. Может быть, люди даже не задумываются об этом, но это есть, и кто-то взглянет на это другими глазами. Например, могу привести, что бывают мужчины, которые в отношениях и в семьях говорят женщине: не работай, я тебя буду обеспечивать. И многие думают, что это очень хорошо, это то, о чем они мечтали, как в сказке, она будет сидеть, ни о чем не думать, и ей будут приносить только деньги и никаких проблем. Но потом проблемы возникают. Во-первых, конечно, все мечтают о браке на всю жизнь, но женщина может произойти так, что она захочет развестись, и ей нужно иметь какие-то гарантии, ей нужно иметь стаж. И вот в этой степени, когда мужчина ее ограничивает, сидит дома и не работает, это и есть вот экономическое насилие, потому что он ей приносит деньги, и потом в какой-то степени он же их контролирует, на что она тратит. Это зависимость. И она попадает под зависимость, и ей может даже и стыдно как-то попросить, когда ей что-то необходимо. Вообще, что вас вдохновило на реализацию такого проекта? Что находится в основе вот этой идеи? Вообще тема феминизма меня давно интересует.
как журналистку в том числе. Частично я освещала и темы насилия тоже в семье, но не так масштабно, глобально, как хотелось бы. Это в основном были текстовые материалы, но мне хотелось поговорить с людьми, услышать их мнение и опубликовать, чтобы другие зрители тоже могли прокомментировать и поделиться своими мыслями. Потому что когда мы видим текст, особенно если кто-то высказывается анонимно, какая-то категория людей может подумать, что, может быть, это все выдумано. А когда есть вот живые люди, они общаются, высказываются, может быть, остальные, которые думают так же, но боятся высказать, тоже начнут говорить, и наше общество будет становиться современнее. Ну, вообще, почему вас так сильно затрагивает эта тема? Вы были свидетелем какой-то, не знаю, там, какой-то сцены насилия, или вообще вот что стало основой в вашем выборе и интереса к этой теме? Ну, свидетельницей в какой-то степени насилия я была часто. Это можно сказать со школьных времен, и дальше, и во взрослой жизни. У кого-то это на работе, кто-то рассказал, где-то я сама почувствовала на себе какие-то элементы. И я понимала, что такого очень много. Когда общалась с женщинами, с девушками, они рассказывали то же самое примерно. И я убеждалась, что некоторые кто-то понимает, а кто-то даже не понимает, что они стали жертвами. И когда у нас на самом деле в Гагаузии проводятся и информационные кампании, есть организации, но, как правило, они занимаются уже жертвами насилия, когда они уже ими стали, и они говорят, куда можно прийти, куда позвонить, как получить помощь. Но не занимаются тем, чтобы научить женщин и девочек понимать, что они стали жертвами и что им нужно уже потом обратиться. И я думаю, лучше предотвратить эти случаи, об этом говорить, информацию внедрять в общество, нежели просто строить центры. Они, конечно, нужны, но это уже последний этап, когда уже женщина убегает от агрессора, но лучше, чтобы она понимала и, в принципе, не вступала в токсичные отношения. Ну, вообще в современном обществе очень много говорят на эту тему, и я думаю, что, наверное, мы можем с уверенностью сказать, что в этой теме общество шагнуло на несколько шагов вперед. Да, если сравнить 24-й год отношений женщин и мужчин в гагаузском обществе, да, патриархальном, и сравнить отношения между мужчиной и женщиной 20 лет назад, то я думаю, что это большая разница в отношениях. Но все же, как вы думаете, почему все-таки вот это стереотипное мышление, стереотипное отношение мужчин к женщине, да, что это слабый пол, там, а кто-то сильный пол, да, кому-то что-то можно, а кому-то что-то нельзя. Все-таки почему вот этот стереотип еще остается в нашем обществе и что является основой этих стереотипов? Основа стереотипов — это, конечно же, мышление, которое передается нам от дедушек, от родителей и дальше. Это заложилось традиционно, все к этому привыкли, и никто, многие не видят в этом проблемы. Есть мнение, что так удобнее, когда заранее определены роли, каждый понимает, чем он должен заниматься. Мужчина занимается одними делами, женщина другими, но, к счастью или к сожалению, или просто потому что это нормально, это уже мы будем обсуждать дальше в наших программах. А мужчины и женщины могут по-разному себя вести и принимать разные гендерные роли, разные социальные роли и в семье. И нельзя сказать, что кто-то должен по шаблонам вести себя мужчина вот так, а женщина обязательно по-другому. И они никак не могут меняться. Либо если женщина как-то себя ведет по-другому, более свободолюбиво, ее нужно ограничивать, потому что так принято в обществе. То есть это... Ну, вообще, вот живя в Камрате, да, это город, современный город, где много молодежи, вы чувствуете какое-то развитие в этом направлении? То есть меняется общество? Вы чувствуете какой-то результат от различных проектов, которые уже не один год реализуются в этой сфере? Я вижу результат, я вижу определенных личностей, женщин, девушек, которые достигают успеха, но, к сожалению, они покидают Гагаузию. Я недавно с этим столкнулась, когда занималась подбором гостей, и несколько девушек сказали, что мы уже не живем в Гагаузии. Это печально, я не интересовалась, почему, но, наверное, наше общество не совсем готово принимать таких уже современных женщин. А может... И еще возвращаясь к вопросу, насколько современно. Да, я наблюдаю, что девушки, женщины современно выглядят, современно общаются, посещают какие-то заведения, клубы.
кафе, бары, и, казалось бы, все наравне. Но когда они приходят домой или когда вступают в отношения, они меняются, они сами понимают подсознательно, что они должны сейчас вести себя по-другому и говорить по-другому, потому что она женщина, а перед ней мужчина. И мы не можем сказать наверняка, если мы видим вот вокруг нас все современно, что все в порядке и проблем не существует. Если бы их не было, тогда не было бы столько случаев насилия и не было бы столько проектов о насилии, о жертвах. Ну, смотрите, я видела один ролик, не помню, кто был автором, где утверждается, что, значит, любой мужчина, да, с самого рождения воспитывается очень долго только женщинами. Да? То есть он рождается, за ним ухаживает мама до определенного времени, там, до 3 лет. В 3 года его отправляют в сад, где в основном тоже воспитатели это женщины. Да? После сада его передают в школу, так скажем, да, где в основном тоже женщины преподают. После школы они аккуратненько переходят в университет, где большую часть преподавателей женщины. И в итоге мужчина, который воспитывается на протяжении всей осознанной своей жизни, да, до совершеннолетия женщинами, он все-таки оказывается тем очень часто абьюзером, да, или очень часто агрессором в отношении женщин. Так в чем проблема? Может быть, все-таки женщины неправильно воспитывают мужчин? Ну, разные факторы. Агрессор, абьюзер — это бывает человек, есть и женщины-абьюзеры, приобретают это ввиду каких-то жизненных условий. Например, они были когда-то жертвами, потом стали агрессорами. Либо это может быть врожденно, например, психопаты. Есть врожденные, они рождаются такими, и они всю жизнь такими остаются, и в редких случаях можно что-то сделать. То, что мужчины контактируют больше с женщинами, я не думаю, что виноваты женщины в том, что они потом абьюзеры. В какой-то степени можно сказать, что они привыкают, что женщины о них заботятся, ухаживают, принимают это как должное. И если этого не видят потом в каких-то других отношениях, они требуют, злятся, манипулируют и хотят получить то, что получали всегда. Если, например, женщина видит построение отношений другим способом, он хочет ей навязать то, к чему он привык. Ну, вот такой интересный проект, который вы задумали. Я надеюсь, я уверена, что он у вас получится очень интересным. Мы с нетерпением ждем все программы, которые вы будете снимать. Ну, вообще, какие ключевые цели вы ставите перед собой по итогу вот окончания этого проекта? В первую очередь, чтобы был общественный резонанс, чтобы началась реакция. Я понимаю, что реакции будут разные, положительные и отрицательные, но самое худшее — это безразличие. Реакция должна быть, чтобы люди обсуждали, чтобы видели своих знакомых, которые высказываются. Может быть, они потом в своих кругах личных уже будут тоже высказываться, обсуждать какие-то темы. Задумываться о том, что есть какие-то феномены, которые они раньше не замечали, про как мы будем говорить о том, как ведет себя абьюзер, про этапы абьюза, про то, какие есть стереотипы, как они проявляются, как они отражаются, к чему приводят, про, вот, как я сказала, экономическое насилие. И я думаю, это будет полезно разным возрастам, и не только женщинам, и мужчинам тоже, потому что если развеивать, бороться со стереотипами, это должны делать и мужчины, и женщины, потому что это возникает в процессе коммуникации и тех, и других. Ну, вообще вокруг темы гендерного равенства очень много, как мы уже сказали, стереотипов и мифов, но самые большие мифы, на ваш взгляд, и нереалистичные на эту тему, какие у вас? В Гагаузии или вообще? Ну, в принципе, и в Гагаузии, это само собой. В Гагаузии я часто довольно слышу такое выражение, что вот у нас все плохо в стране, потому что управляет женщина. Но раньше тоже были замечания, и никто не говорил про пол, все говорили конкретные причины. Называли именами. Называли именами. Здесь не разбираются, начинают, это женщина, поэтому. Или когда я делала опросы перед выборами, я замечала, что женщины не хотят высказываться или девушки. Я спрашиваю, почему вы не говорите на эту тему? Мы не разбираемся, спросите мужчин. Либо если шла семейная пара, и я спрашивала обоих, можете ли вы сказать, женщина сразу смотрела на мужчину, он принимал роль лидера, говорил, и когда я спрашивала у нее, он говорит, мой мужчина лучше скажет, мне больше нечего добавить. Я еще
том числе тогда, начала обращать внимание на то, что женщины очень пассивны. Вот вы сказали по поводу экономического неравенства, да, так скажем. Но в гагаузском обществе, в принципе, традиционным является тот факт, что мужчина, да, зарабатывает и все деньги передает женщине в большей степени. Это практически во всех гагаузских семьях. Современные семьи, может быть, чуть-чуть разнятся, но в принципе, в идеале, да, и лично и мои бабушки с дедушками, и мои родители, и другие примеры, которые были в моей жизни, у них у всех вот такие правила, да, мужчина приносит домой деньги, но банкир, так скажем, дома женщина. Так вот, у меня вопрос. И все-таки, можем ли мы утверждать, что экономическое неравенство по отношению к женщинам, или все-таки не экономическое неравенство по отношению к людям, которые зарабатывают, потому что, учитывая особенно, что если женщина не работает, но она банкир в семье. Есть такие ситуации, когда мужчина приносит деньги и полагается на женщину, да, и доверяет. Есть такие ситуации, когда это имитация равноправия или лидерства со стороны женщин, потому что на самом деле ей передают очень много ответственности. И если она с чем-то не справляется, потом мужчина будет требовать от нее и говорить, что это ее вина, что произошло что-то не так, как планировалось изначально. То есть это какая-то игра? Да, это может быть как какая-то игра. То есть бывает так, что женщины получают какие-то много лидерских возможностей, и им кажется, что я лидер, меня не ущемляет. Но это тоже манипуляции. В здоровых отношениях, я считаю, все на равных и обсуждается, и нет такого, что все, решай сам эти вопросы. Но человек решает сам, если он один, а если они в паре, то они решают совместно. То есть вы все-таки считаете, что вот в таком раскладе есть какая-то закадровая игра? Я видела эти проявления, да. О которых женщины не подозревают. Ну, в таком случае я тогда советую нашим гагаузским женщинам обратить на это внимание и хорошо подумать, стоит ли брать деньги мужа или все-таки оставлять деньги у него. Наверное, это больше касается людей более старшего возраста, от 40 лет и выше, и старше. Что можете сказать о молодежи? Вообще, какие отношения у молодых людей? Да, несмотря на то, что нас воспитывали люди, да, которых какие-то устои, какие-то стереотипы, но все-таки у нас очень много информации сегодня, мы очень доступны различного рода рекламы, социальные рекламы. В принципе, наши женщины сейчас ездят по всему миру, у них есть возможность видеть мир, другие страны, другие отношения. Поменялась ли молодежь в этом плане? Есть ли шанс у наших людей быть более гендерно равноправными? Молодежь однозначно современнее, но опять же нельзя сказать, что все сравнялось, и они равны между собой, потому что те же подростки можно наблюдать. Я знаю такие случаи, когда, опять же, все выглядит, как будто они наравне, они посещают одни и те же мероприятия, одни и те же клубы и так далее. Но в личных отношениях все равно девушка на более низкой ступени, и она не видит в этом проблем, потому что она видела такие проявления всегда дома, в других местах, у родственников, и она не знает, как вести себя по-другому. Женщины, которые путешествуют, чего-то добиваются, да, добиваются, но я тоже знаю случаи, когда женщина, казалось бы, успешная, много чего добилась. И опять же, я говорю своего тоже журналистского опыта, и когда хочешь с ней поговорить и взять какой-то комментарий, она опять ссылается на своего мужа. И я не понимала, была ситуация, когда у них было совместное дело, и она не хотела высказываться, говорила, пусть скажет мой муж, он лучше думает, лучше знает. И я задавалась вопросом, почему, ведь вы это делаете вместе, почему ты не хочешь тоже высказаться и поделиться своим опытом. И это тоже заблуждение, когда мы видим, что она не сидит дома, она зарабатывает, она успешна, она имеет должность, значит, все хорошо, у нас нет вообще тем для обсуждения, у женщин все прекрасно. Нет, мы не знаем, что происходит, когда они приходят домой и что происходит в отношениях. Вообще, за всю историю человечества, того, которого мы знаем, да, вот эти 2000 лет со дня рождения Христова,
Мы постоянно на протяжении всей истории видели моменты, когда женщины пытались бороться за свои права, где-то им что-то удавалось в какой-то степени, где-то совершенно нет. Да, есть страны, где сегодня вообще женщина никто и зовут ее никак. Да, это некоторые арабские страны, и, к сожалению, там ситуация вообще атасная. Да, то есть мы вообще даже не можем сравнивать нашу страну и те страны, которые есть в современном мире в 21 веке. Но вот на протяжении 2000 лет постоянно женщины пытались бороться за свое место под солнцем. И с момента, как все-таки некоторым странам это удалось, мне кажется, что женщины набрали очень большую скорость, что отчасти пугает мужчин. Да, и теперь идет обратная реакция, мы начинаем уже есть мысли, когда говорят, что гендерное неравенство уже в некоторых обществах по отношению к мужчинам, да, потому что женщины пошли вперед, они развиваются, они обучаются, они на фоне деторождения, воспитания детей, они еще преуспевают и в карьерном росте. Вот в этом плане, да, вот насколько боятся все-таки мужчины отдать бразды правления женщинам, насколько вот видите этот риск и страх в их глазах? Я не думаю, что многие или все мужчины боятся отдать бразды правления. Есть такие семьи, где мужчина передает какую-то ответственность, потому что понимает, что женщина в чем-то более компетентна. Некоторые из-за стереотипов считают, что женщина хуже разбирается во многих вопросах, что она излишне эмоционально несерьезна, и что на нее нельзя положиться, потому что в случае какой-то кризисной ситуации, форс-мажора, она не будет знать, как себя вести. Да, начнет паниковать и... Да, но жизнь показывает и другие примеры, когда женщина, у нее маленькие дети, она остается с ними наедине, когда муж на работе. Ей никто не помогает в этот момент, она как-то справляется с маленьким человеком, с огромной ответственностью. Поэтому это миф о том, что женщине нельзя доверять, это заблуждение. Ну вот очень часто существует такое стереотипное высказывание в мужском обществе про женщины-водителей. Да, когда они, ну, там, женщина за рулем, как обезьяна с гранатой. Да, вот очень любимая фраза у многих мужчин. Насколько вы с этим согласны? Мне кажется, что сегодня женщины преуспели в этом деле в том числе, потому что иногда бывают женщины, которые более аккуратнее, более правильнее возят машины, чем мужчины, которые считают, ну я же мужчина, я умею сегодня все, и тем более водить. Да, это там дело любого мужчины. Отчасти общество принимает наравне, отчасти считает, во-первых, что если у женщины есть транспорт, то обязательно приобрел мужчина. Научил мужчина и контролирует, и в случае чего он приедет, разберется, платит штраф, ремонт и так далее. Бывают случаи, когда произошла какая-то ситуация на дороге, и мужчина выглядывает, кто там за рулем. Если он видит женщину, то он начинает все свои эмоции за день, за неделю проявлять на эту женщину. Если видит, что мужчина может, то есть такие сделать мужчины еще не привыкли к тому, может, что все-таки наши женщины... может что-то вот как-то не обратить внимания. То есть в этом плане еще мужчины не смирились с тем, что эту роль они поделили не только с мужчинами, но и с женщинами. Не столь обширно, но несколько примеров я видела. Угу. Ну, вообще, вот, наверное, я думаю, что всегда в любом деле бывают люди, которые поддерживают идею, а которые будут обязательно критиковать. Да? Я думаю, что вы тоже в том числе и сталкивались до сих пор, и столкнетесь, потому что такая тема щепетильная, очень тонкая, да, особенно если касается это каких-то там особенных тем в плане гендерного равенства. Да? Как вы планируете справляться с этой критикой? Да? То есть вообще как вы справляетесь с критикой, когда к вам как-то высказываются против вашего мнения? К критике я отношусь спокойно уже давно, потому что в журналистике много лет. Изначально, когда начиналась критика от каких-то близких, друзей, знакомых, как-то было, конечно, сначала болезненно, но потом я поняла, что это моя работа, это цель, я понимаю, для чего я это делаю, к чему я иду.
И если у людей другое мнение, ну, в конце концов, у всех разное мнение свое, не могу их переубедить. А во-вторых, для этого и делается работа, для того, чтобы кого-то научить, кому-то дать пищу для размышления. Если человек критикует, значит, он уже задумывается, это уже хорошо. Если он просто равнодушен, проходит, не читает, не смотрит, это самый плохой вариант, который может быть. Ну, вообще, какие коллаборации вы планируете реализовывать в этом проекте? Ну, всех подробностей раскрывать не буду. Будем общаться на разные темы с гостями. Будем распространять эти видео для того, чтобы комментировали зрители, читатели, в социальных сетях я буду публиковать. Пока все, пока больше ничего не могу сказать. Мы надеемся, что в ближайшее время мы уже увидим вашу первую программу, которую вы уже записали, и в ближайшем будущем сможем насладиться и другими программами. Очень интересно, как наше гагаузское общество и наши представители гагаузского общества высказывают свое мнение на эту тему. Я так понимаю, что будут темы разные, да, несмотря на то, что это гендерные темы, да, гендерного равенства, но темы будут разные. Мне очень интересно лично самой посмотреть, кто как относится к разным аспектам этого вопроса. Ну и вам желаю успехов. Я думаю, что вы знаете, что делаете, и тем более, раз вы взяли за такую очень щепетильную тему, то вы в себе видите эту уверенность и уверены в том, что вы идете на правильном пути. Это очень круто, это очень классно. Я думаю, что всегда за любым успехом стоит как раз-таки уверенность в том, что вы делаете. Уверенность и понимание, зачем это делать, цели и то, чего мы хотим достичь. Ну, я искренне надеюсь, что те цели, которые поставлены изначально, они будут достигнуты, что резонанс в обществе будет, и что люди, даже несмотря на то, что вы сказали, что вы не можете менять мнение, да, то есть это его право, но мнение удастся поменять. Подтолкнуть на то, чтобы задумался человек. Там уже его дело. Дорогие зрители, сегодня была программа Love Zone. В гостях у нас была журналист-фрилансер Елена Чолак, автор нового видеопроекта под названием «Гендер Ери». Спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы говорили на тему гендерного равенства. Всего хорошего и оставайтесь с нами. До новых встреч.